Всем привет! С вами Санджар Мыкаев. Давайте обсудим тему ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков. Это новая статья, которая закреплена в Кодексе Кыргызской Республики о правонарушениях. И звучит она вот так. Давайте разбираться, что значит призыв и реклама. Простыми словами, реклама – это оповещение различными способами для создания широкой известности кому-нибудь либо чему-нибудь с целью привлечения потребителей, зрителей и тому подобное. В том числе объявление с таким оповещением. А призыв – это обращение с предложением или с просьбой о каком-либо действии. То есть, если я начну призывать к употреблению или рекламировать любые виды наркотиков, прекурсоров и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, то понесу наказание в виде штрафа. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 175 расчетных показателей и 550 расчетных показателей для юридических лиц. Важно! Один расчетный показатель – это 100 сомов. Юридические лица – это организация, компания, фирма, предприятие, имеющее свое имущество и действующее от своего имени. Те же действия, совершенные в образовательных учреждениях, а также на объектах массового скопления людей, с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц в размере 650 расчетных показателей. Также в Уголовном кодексе Кыргызской Республики предусмотрена ответственность за незаконное изготовление, хранение, перевозку, пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с целью сбыта или без цели сбыта. Если с целью сбыта, то наказание грозит лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Без цели сбыта от 1000 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок до 5 лет. Важно напомнить, что при содействии органам правопорядка, а именно при добровольной сдаче наркотиков, лицо освобождается от уголовной ответственности. Это закреплено в примечании к статье 282 КР. Но если лицо решило сдать в момент задержания, то это не признается добровольной сдачей. Незнание закона не освобождает от ответственности.